Валейкум ассалам. Валейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Во-первых, так. Валейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Слышимость. Как слышимость? Валейкум ассалам. Алхамдулилlah. Дик душа, дик, все хорошо. Так. Валейкум ассалам. Сейчас мы будем приветствовать друг друга. Нормально слышно? Все хорошо? Ну, в тот раз было в первый раз, а сейчас я кое-какие настройки сделал. Вот, изучаю эту систему. И теперь вот, я очень рад, что вы наконец меня хорошо слышите. Так, Кинс, Молш, Галхари, Асид, Чей, Дела, ага. Валейкум салам. Дал езде, вистик масерах. Так, сколько нас? Ага. Валейкум салам. Ламель. Сейчас я вот, ну, как раз хотел об этом, Ламеля как раз хотел об этом чуть рассказать. Вот, ну, ждал, пока люди зайдут. Так что подожди чуть-чуть. Сейчас я расскажу. Кайрат, ой, да, действительно угадал. Ты просто не представляешь. У меня вот так руки дрожали, когда я это делал. Сейчас. Отвечу вам, или я не забуду твой вопрос. По-любому сейчас отвечу. Валейкум салам. Всем алхамдулилlah, все хорошо. Пусть Аллах всех нас хранит. Амин. Как ты думаешь, зачем России так нужна территория Чечни? Ну, знаете, как все говорят, что у нас в Ичкерии много нефти, что это не война из-за нефти. Я понимаю, там какие-то чиновники, там генералы делали деньги на этой нефти, но это в России много нефти, много полезных ископаемых. Ну, я хочу сказать, что война, это противостояние, эти оккупации происходили не из-за нефти. Там более серьезно, скажем, стратегические интересы на Кавказе у России. Поэтому и свой принцип, как бы все-таки покорить чеченцев. Вот почему идет война. Анзор, у меня есть один ролик про Аслана и Шамиля, короткий, но приятный. Ну, буду рад, присылай, мастер Ли, присылай. Это наша история, все надо хранить. Дауд Магомедов, ну как раз я и говорю, у нас много нефти, да, действительно, на Кавказе много нефти в Азербайджане, скажем так, но Россия огромная страна, там не то, что нефть, там есть уран, там есть плутоний, там все есть, там алмазы, золото. Россия богата ресурсами, и я считаю, я уверен, что вторжение, вот, агрессия России на территорию Ичкерии и все войны на Кавказе, это не из-за нефти. Они хотят контролировать Кавказ. Вот почему. Валейкум салам. Хамзат, так, Ламали, вернусь я к
нашему диску мне прислали этот диск, вот, да, имперские амбиции дал. Поэтому Россия любит искать проблемы со своими соседями, и всю свою историю вот этим и занималась. Ну, все соседи России пострадали от России. Всегда проливалась кровь. Так вот, я хотел рассказать чуть-чуть про диск. Тут я недавно, мне пришлось отремонтировать один диск. Вот, мне его прислали, 2 диска прислали, и сейчас. Да, восстановил, алхамдулилла, у меня просто руки дрожали, вдруг что не так пойдет, но все-таки какая-то уверенность была, что я сделаю. Кому-то доверять мне не хотелось, ну понятно, там, ну, например, да, я интересовался, звонил, спрашивал. Они говорят, это займет пару дней, это займет там 6 дней, вот, ну, мне так говорили, но я не хотел оставлять там на такой большой период свой хард-диск с такой информацией. И все-таки сам решил и сделал, но я из-за этого диска как бы вышел в эфир, если честно сказать. Увидев эту информацию, что на этом диске, вот, и ну, очень обрадовавшись, все-таки решил сделать эфир, чуть-чуть рассказать, может быть, про это. Ва алейкум ассалам. Аллах рейс хуйл массо болыш, Аллах дейкал. Аллахи бейц он хэм бомвай вайком. Аллахи бук. Манс, мы все-таки достроили дорогу. Ну, там можно сказать, да, достроили, там чуть-чуть оставалось, просто кое-какие там моменты были, поэтому ее как бы не достроили, там, я не помню, сколько метров, даже метров оставалось, чтобы 100 метров, 300 метров, сколько там не открылась эта дорога. Так, Абдурзакова, так, благодаря вашему каналу я узнала видео, о существовании которого я даже не знала. Там была моя мама, которой уже нет живых. Спасибо. Далгет штойсен, шаирзен меттега, далгет калюэль. Вайнан Бога докумаду. Ну, я примерно знаю, какие это видео. Вот. Это митинги, наверное, в Ингушетии, наверное, вот эти съемки, скорее всего, про это. Ну, у меня еще есть видео, снятые там. Сейчас я прочитаю, но тут люди заходят, я смотрю. Translator, Russian English Translator, да? Кавказ, отделенный от России, может выжить экономически. Хачилаев говорил, что мы всегда работали на земле, разводили скот и так далее, но жили, как мне кажется, все равно не самым лучшим образом. Ну, брат, я уверен, что мы бы не то что выжили бы, мы жили бы лучше. Вот. Но самое главное, мы были бы хозяевами своих земель. Вот. И там были бы интересы наших народов, народов Кавказа. Вот. И все проблемы, вот, ну, я так и говорю, уверенно говорю, что все проблемы, связанные с войной, с этими провокациями, это все из-за России. Даже вот самое больное стравливают наши народы, ну, особенно северно-кавказские вот народы. Вот.
А так мы, к примеру, наша земля, вот чеченская земля, Ичкерия, мы жили очень хорошо, 90, скажем, до 94 года. Город был просто замечательный, зеленый. Вот. Люди строили, все-таки жизнь как бы, ну, мы становились на ноги в то время. Если бы не были бы вот эти провокации и подготовка России к вторжению, вот именно поэтому и были провокации. Если бы они нас оставили бы в покое, то мы жили бы хорошо. Тем более не было бы таких больших жертв. Сейчас вот много комментариев, ну, вопросы быстро идут, поэтому я просто стараюсь вот, ответить. Микрофон. Ну ладно, я сделаю это в прямом эфире. Сейчас, секунду. Микрофон. Сейчас мы сделаем вот так. Наверное, лучше. World Press. Аллах азбабулдальцун, аслам алхабулдума. Амин Аллах. Масира дочу Аллах азбабу. Кайрат Анзор Лом-30 – это чеченское оружие, и как оно себя проявляло. Но Лом-30 стрелял из снаряда АГС. Вот. И если выстрел АГС через АГС, он бьет на расстояние 1750 метров, кажется. Вот именно с оружием Лом-30, которое разработали чеченские оружейники, оно стреляло 2 километра. Ну, как я знаю, как я слышал. И там Шамиль объясняет, как нужно стрелять. The Messenger. Анзор, ты допускаешь вариант событий, что тебя убьют? Если убьют, есть ли план сохранения материалов, которыми ты владеешь? Я не люблю жить сегодняшним днем. Я готов к любому повороту. И, конечно, я рассматриваю все, потому что мы даже вот по-любому в один прекрасный, сказать так, в кавычках, да, прекрасный, все должны уйти. И поэтому я, конечно, все сохранил как следует. Не только у себя, я, конечно, все это сейчас говорить не буду. Алхамдулиллах. Алхамдулиллах. Мило Мино Анзор, ассаламу алейкум. Что за материал на диске ты так и не сказала, или я пропустил? Алейкум салам, брат. Ну, конечно, я сейчас не могу все это говорить. Мне просто много дней, бессонных ночей нужно, чтобы сидеть и рассматривать, ну, вникать в все это, читать. Ну, там фотографии, там видео, там тексты, там отсканированные документы. Нохчебур, Санзур, Машвала, Лиля, Салмашвала. Хайрулла Муслимов. Анзор, скажи про Хасмагомеда Хаджимурадова. Он жив, я слышу, что ему много того. Выходи из Грозного, что ты знаешь о Ларейскую? Ну, у меня сейчас этот вопрос пропал. Но Хасмагомеда, да, я его очень уважаю, но сегодня я не знаю, если честно, где он сейчас находится, где живет. Но я давно знаком с ним, и это человек действительно вот, который я очень сильно уважаю. И я помню, даже съемки были в интернете, они есть, как он поет песню в Кремле в то время, после Первой русско-чеченской войны.
Песня называется «Свобода или смерть». Вот. Это когда Ичкерия одержала победу. Сейчас я пытаюсь. Валейкум ассалам всем. Алхамдулилlah дику. Так. World Press Анзор, помнишь, когда на Масхаду было покушение на почте, ну это на Березке, да, остановка Березка в Грозном. Кажется, да. Кто это сделал, узнали, это русская провокация была или нет. Да, это недалеко от Ташкалы, то есть район, где мы жили. Вот. И как ты говоришь, это действительно на остановке Березка, не доезжая даже остановки Березка, вот там были с левой и с правой стороны дома еще, уже начинались, не помню, 4- или 5-этажные. Вот. Там взорвали машину нашего президента, то есть моего отца. Машина сгорела. И как я знаю, машина заблокировалась, отец находился с охранниками и со своим братом в машине, они не могли выйти. Вот. Но они выжили через окно, выжили. А кто сделал? Конечно, это была провокация. И были такие люди, которые пошли на провокацию, то есть интересам России. То есть Россия была заинтересована, чтобы вот натравить нас, чеченцев, чтобы у нас началась внутричеченская война. Именно для этого и делалось. Но это сделали люди, которым вот внушили, что якобы Масхадов работает на Россию. Вот, чуть ли там руку им не пожимает, вот, как делали другие во время Второй войны. Вот. Ну, действительно, эти люди совершили это покушение. И потом эти люди, которые совершили покушение, ну, воевали против России и погибли. Вот что я знаю об этом. Ну, конечно, это будет как бы подниматься, вот эта тема. Анзор, ассаламу алейкум. Сейчас, глядя на войну в Карабахе, где война превращается в отстрел беспилотников, думаешь, есть шансы на получение независимости военным путем? Валейкум салам, брат. Ну, сейчас войны ведутся по-другому. Более как бы технологии усовершенствовались, вот компьютерные вот технологии, поэтому вот мы увидим, что сейчас происходит в Карабахе, да, или в Сирии, например, как они просто друг друга даже не видя стреляют. Ну, я имею в виду, полетел робот, имеется в виду управляемый беспилотник, дрон, и он обстреливает позиции. Вот. То же самое, как и в Сирии. Это новые возможности, новые технологии, и вот. Не как у нас, да, там окопная война была, например. И насчет шансов для получения независимости военным путем, ну, я не буду призывать никого к войне, как это некоторые хотят преподнести, мол, почему ты призываешь людей? Нет, я не призываю никого ни к чему. Тем более к войне. Независимость, но даже если ты делаешь дуа, молитву, просишь у Аллаха, то ты делаешь дело, вот. Надо ждать, надо собираться, надо быть вместе, вот.
И придет день, когда мы эту независимость получим. Ну, раньше, как я раньше говорил, кто мог подумать, что СССР может развалиться? Страна, государство, огромное государство, от которого вообще мир содрогался. И то же самое и с Россией будет, я уверен. Вообще-то, если так сказать, ну, я был бы рад, я никогда как бы против русского народа, ничего так не говорил. Вот. Но я был бы рад, если бы в России были бы трезвомыслящие политики, которые думали о своем народе, вот, о своем народе и о соседях. То есть умели бы дружить с соседями, не провоцировать их, не вторгаться на их территории, не совершать эти провокации. Вот именно Карабах – это и есть провокация России. Валейкум салам, ватники, вирус. При каких обстоятельствах пал Шамиль Басаев? Аллах азат хобал дольсун. Шамиль, там был подрыв. Там действительно был подрыв. И вот во время подрыва и погиб Шамиль. Russian English Translator. Когда вы вернетесь домой? Да? Брат, я живу в Норвегии, не скрываю. И я приехал сюда не для того, чтобы пустить здесь корни в землю и остаться здесь. Да, я мечтаю, я хочу поехать домой, я хочу жить у себя на родной земле. Вот. И обязательно уверен, не то, что там надежда, уверен, что вернусь, придет, наступит этот день, иншаллах. Муду Ардахара, Норвегия. Алхамдулилlah, все по воле Аллаха. Так. Рустамов, ассаламу алейкум салам. Расскажи о своем отношении к Арби Бараеву. Вы о нем не вспоминаете, а ваши оппоненты, кажется, сказки сочиняют. Где правда? Ну, начну со сказок, да, то, что там его искали, хотели арестовать, убили, на базаре встретились там и так далее, и так далее. Ну, это сказки, я не хочу даже, если честно, комментировать эти сказки. Арби Бараева я знаю с 93-го, 4-го года, я сейчас не могу вспомнить, ну, скорее всего, 93-го года. Он был с султаном Гилисхановым в ДГБ, там работал. Вот с тех пор, вот с 94-го года, вот точно знаю. Ну, был мужественным, хотя какое-то время, я скрывать не буду, он был в противостоянии к нашему президенту, вот. Но и были там кое-какие моменты, что он шел против президента, да, я могу его как бы осуждать, вот, ну, сказать, что это ошибки. Действительно, это были ошибки. Но Арби Бараев, он погиб, воюя против российских оккупантов. Вот. Ну, смелый был, вот что я могу сказать. А вот за все ошибки, которые мы совершили, каждый по-любому ответит, иншаллах. Иншаллах. Сейчас я стараюсь побольше, так, жалко денег публично.
Ну, Дауд Даулетов, как мне вот эти слова нравятся. Имя не помню, Буджурова, кажется, читает это стихотворение. Когда мы вернемся домой всем народам, придется им вспомнить, откуда мы родом. Придется им вспомнить, откуда они сами, да, незваными, да, здесь оказались гостями. Ну да, действительно. Придет день, иншаллах, придет. И альхамдулиллах, что мы помним, что происходило. Мы помним все эти унижения народа, оскорбления нашего народа, притеснения. И люди не забыли. Шиен Бухари, Шиен Ларик, Гална Шезихон. Да, есть, да, есть. Знаю эти места в Норвегии. Это 2 города Норвегии. Так. Руслан Чучхаджиев, Анзор Таризвана Читигова, знаешь, из Шали? Конечно, знаю, да. Еще с первой войны его знаю из Шали. И некоторое время он был рядом с моим отцом, ну, с президентом. И потом вместе с Арби Бараевым стал против нашего президента, как бы находился в оппозиции. И как и Арби Бараев, он погиб, воюя против российских оккупантов. Ярмук, архивное видео, надеюсь, еще много их у тебя. Всему свое время, брат. Всему свое время. Так, я про Джохара вот читал. Анзор, имеется ролики Дудаева. Да, у меня есть то, что у меня сейчас, где был доступ к кассетам, я выложил у себя на канале. И еще я хотел бы сказать, если у кого-то есть какие-то материалы, да, без разницы, желательно на кассетах, да, если вы сможете мне их передать там, или как-то это оцифровать или переслать в хорошем качестве, желательно, конечно, то буду рад. В первую очередь для того, чтобы сохранить как материал, все равно все-таки это наша история. И мы должны это сохранить. Анзор, не говори, где ты живешь, какие места знаешь в Норвегии и так далее. Да нет, я живу в Норвегии. Вот. И живу в столице Норвегии. И что? Руслан Чучхаджиев. Он убил моего отца, Саид Ахмад, помнишь, из села Алирой? Руслан, Валахи, Саид Ахмад. Конечно, я помню. У меня много фотографий. Если ты со мной как-то свяжешься, я тебе вышлю его фотографии. Аллах декал войли, Аллах газут кобал дойцен. Валахи, действительно, мужественный был такой Кона Хоркая. Действительно, героем прошел Первую войну, и его убили. Ну, то, что ты сказал, Руслан Чучхаджиев, ну, так оно и было, да. Я не отрицаю это. Я у вас дома был во время Первой войны в селе Алирой. Хельхом штукаш.
Так. Басаев Хамид Яхвовш видео Юхвига или суд Улагинсон. Халду, ну точно не могу ответить, но скорее всего есть, скорее всего. Но я посмотрю, если найду, то я не забуду твой вопрос и постараюсь. Анзор, читаешь Кавказ-центр и что думаешь про них? Правда, что его ведет Мулади Удугов? Знаешь, как он поживает, жив ли вообще? Геринг Мюллер. Я с Маулади вообще, скажем, с 99-98 года вообще не виделся. Я не знаю, как он поживает, я ничего не знаю про его здоровье, где он живет. И у меня с ним, видит Аллах, связи нету. Вот. И во время Второй войны он подчинялся приказам, указам президента, но потом что-то пошло не так, и вел свою политику Маулади. Лорс, насчет Рязана Чутигова, ну да, что-то говорили там. Если честно, я особо не интересовался. То, что ты слышал, я знаю, что он из США приехал, и где-то там действительно, что он морпехом был, ну это я тоже слышал. А так я эту информацию не проверял, я не знаю точно вот с фактами я сказать не могу. Хотя я его знал лично, и хорошо знал я его, да. Кайрат, сейчас я зачитаю этот вопрос. Анзор, какую роль сыграли предатели народа во Вторую войну? Сильно ли предатели повлияли на ход событий? Я скажу, России удалось навязать чеченцам вот, внутричеченскую войну. У нас в истории такого не происходило никогда, чтобы вот так чеченцы убивали своих братьев чеченцев и с такой жестокостью, чтобы так унижали. Я могу часами вот говорить про эти пытки, какие пытки они совершали в своих тюрьмах. Вот. Им удалось добиться этого руками Кадырова. Хотя на место Кадырова хотели стать другие люди. Ну, я даже скажу, Малик Саидуллаев, он хотел стать главой, в их варианте, главой Чечни. Если бы он даже был бы главой, как бы, все равно ему пришлось бы совершать то, что совершал, например, Кадыров. И, конечно, брат, это больно сейчас говорить даже то, что эти предатели совершали во Вторую войну. Во время начала этой войны, Второй войны, чеченцы входили во двор, ну, во время зачисток в масках, а потом эти маски сняли. И хорошо, что сняли. Вот. И открыто уже начали забирать молодежь, убивать их. И как бы они узаконили, вот, что называя там, если
родственник, по их версии, террориста, да, родственник террориста тоже террорист, как бы это узаконили и начали и родственников забирать. Вот. И когда еще не начиналась, вот-вот начиналась война, российские там политики, генералы сами говорили, пускай чеченцы теперь сами воюют. То есть они будут вести обстрелы там ракетами СКАД, земля-земля, артиллерией, самолетами, а чеченцы будут идти в атаку. Вот что они сделали руками Кадырова. Сейчас я дочитаю, досмотрел. Лорс Малик, зачитаю сейчас. Малик Сайдулаев и его копия по внешности Беслан Гантемиров были прямые конкуренты великого, да, Ахмада. Ну, так и есть, да, действительно. И этот, и другой, и другие хотели этой должности, взять эту должность предателя чеченского народа. И я уверен, они должны были бы делать то, что им скажет Кремль. И все, что происходит, вот эти убийства, истязания народа, все делается руками этих людей, этих предателей. А основной виновник сидит в Кремле. Вот. Пустил корни, прилип к этому креслу царь России. Создает проблемы своему народу и другим народам. Сейчас я... Бухари, вот у меня потерялся этот вопрос. Угу. В конце 99-м Асланст Эмло Баму Чур'ар Хун Бехархая Хун и и другие покинули Бамбут. Бухари, так, я тебе коротко скажу вот так. Я был знаком с Русланом, с командиром, вот, и несколько раз был в Бамуте, у него дома, я про Хайхароева. Ну, он говорил, что у них есть там как бы местное противостояние, тейповое противостояние. Может, ты про это, скорее всего, Жамаат Шишт Саундархсига. Чечен-Инфо. Правда, что академии закончил 6 классов и учился на 5. Это видно. Лорс, сейчас, секунду. Анзор Ахмад пытался захватить власть силовым способом. Ну, если ты про до начала Второй войны, нет, этого не было. Нет, не было. Видимо, он ждал 99-го года вторжения российских войск. Вот как уже война начиналась, он поехал в Россию, начал пожимать руку, и даже съемки есть, как он бежит к этому Путину, вот, чтобы пожать его руку. А так, до Второй войны, русско-чеченской войны,
Нет, он не хотел силовым способом как бы захватить власть. Нет, он наоборот делал другое. Подстрекательство было, но у нас же было все-таки так внутри противостояние, да, было противостояние как бы правительственные войска, которые за президента, как это говорилось, и жаматы, группы, которые противостояли против президента. И он хотел стравить вот эти два лагеря, чтобы пролилась кровь, потом, чтобы российские войска пришли как миротворцы к нам. То есть им не пришлось бы устраивать тот дагестанский спектакль, вторжение, в кавычках, в Дагестан, взрывы домов. Они хотели решить вот таким образом, чтобы мы начали стрелять друг в друга, и они приходят как миротворцы. Им это не удалось. Это было в 1998 году. Ярмук Анзор слышал, что как Хаттабу Аслану прислали почту, отравленную новичком. Я тут выставлял видео, ну там фотографии, и я записал этот голос с аудиокассеты, с диктофонной кассеты. Эту кассету присылал мне отец, и он рассказывает, как они получили письмо от Трошева. То есть ему приходилось все-таки, будучи даже на войне, там, ну, бывает же, могут по рации там переговориться, вот. Ну, так, примерно такая связь все равно сохранялась с воюющей стороной. Он получает эту кассету, и его охранники открыли конверт, запечатанная кассета была, ну, там они говорили, что такой отвратительный запах был. Он говорит на этой записи. На этом канале эта запись есть, я ее выставлял. Ну, там он говорит, что был вообще отвратительный запах, и они, ну, поняли, что что-то не то, потому что в то время уже нескольким людям, нашим муджахидам, послали такие там кассеты и так далее, отравили. То есть опыт вот этот был. И они выбросили эту кассету. Выбросили. Там он рассказывает, что вообще лента в этой кассете расплавилась. Какой-то сильнодействующий яд был. И тот, который открыл, там у него рвота была, он терял сознание. Вот, еле-еле как бы его откачали, выжил. Извиняюсь. Я сейчас видел, вот Хамзат Анзор, ты знаешь Бажиева Нурди, он был командиром в первой русско-чеченской войне, надо. В моих глазах он был очень достойный мужчина. Что ты думаешь о нем? Ну, он действительно воевал, был мужественным. Аллаха зутхобал дольцем. И я как помню, вот события, когда мы захватили Грозный в 1996 году в августе, он принял основной удар на себя, он в центре находился. Мужественным был. Так. Валейкум салам, Билал. Хамзат Гилаев, Анзор, тебе знаком Шахид, его имя? Шадид, наверное, Шадид, говорите еще, он сейчас, я знаю, это у него серая форма, ОМОНовская была такая. У него свой батальон был, и этот батальон стоял где-то на 8 марта. На 8 марта, это возле Минутки, там наверху, в Грозном. Да, я его лично знал с 1994 года. Вот, когда создавался вот этот его батальон, с тех пор я его, еще сначала его знал.
А эти съемки, которые сделаны в подвале Рискома президентского дворца, как он допрашивает капитана Майкопской бригады, кажется, да, Майкопской, в Первую войну. Вот. Ну, я помню эти съемки тоже. Кайрат Куландыков. Правда, что во время Второй войны, когда оккупанты заняли Грозный, вояки тряслись, когда узнавали, что в городе муджахиды. Они боялись их. Ну, брат, они боялись всегда. Они боялись всегда. Я всегда вспоминаю вот это голос этих российских военных, вот именно вот то, что я сейчас говорил про освобождение Грозного в 96-м году, как они плакали, маму звали на помощь, рыдали в прямом эфире, радиоэфире. Вот там в нас наши стреляют, артиллерия стреляет, минометы стреляют, то есть там вообще неразбериха была, они друг друга стреляли. Вояки. Какие там вояки? Артур Кинг. Шамиль воевал у нас в Абхазии в 92 году, и никакой наклонности у него к ваххабизму не было. Эх, да. Да у него и до конца не было. Никаких вот наклонностей вот именно в религии. Он был мусульманином. Так, Билал, Анзор, брат, ты закидываешь видео, машаллах, по этим видео видно эти записи по пути на Маджлис Шуры 2002 года. Ну да, летом, может, оттуда тоже записи будут. Ну, я достаточно много выложил записей тех времен. У меня есть, да, есть еще много. Лорс, Шамиль был бунтарем. Ну да, действительно был бунтарем. Я его даже помню, когда он пошел против Джохара Дудаева. Это было в 93 году, в декабре. Я помню этот день, как я стоял на улице возле президентского дворца. Вот как он пошел против президента. Ну, действительно, бунтарь был, свой бунтарь был на самом-то деле. Но в нас он не стрелял. В нас он не стрелял, вот что. Воевал против российских войск. Ну да, там есть какие-то моменты. Я не хочу к этим моментам возвращаться. Ошибки, грубые ошибки. Дик Облос. Шамиль был хорошим воином, но плохим гражданином. Да, действительно, это был действительно вояка, на самом деле воином. Я его знаю, я вместе с ним в бою был, я его в бою видел. И помните события в Первомайске, когда Радуев захватил, ну как сказать, он ехал-то громить вертолетную базу, но по пути обратно он захватил заложников. Ну да, то, что было. И благодаря Шамилю Басаеву и другим командирам, и Адгириев Турпал Али был, и другие, Хункар Паша Исрафилов, так, и еще, ну да, их несколько было, которые давали советы
Радуеву, чтобы он вышел из окружения. Ну, они вышли с боями тогда. Я про то, что Шамиль знал, как вести бои. Вот. Он действительно был, как говорят, вояком. Аллах Азбобогдальсон. Крутой Йокер, Анзор, насчет бесланской трагедии, что скажешь? Даже заклятого разве детей беззащитных уничтожает? Зачем вообще надо было именно школу? Я не знаю, кто ты, ну я имею в виду, ты чеченец или ну, кто ты, ну без разницы, ладно, ты задал вопрос такой. Да, для меня, честно, вот очень вот болезненно, очень вот болезненно отношусь к этой трагедии. Вот как ты говоришь, дети, да, мне жалко этих детей. Я бы, наверное, сам тоже много что-нибудь сделал бы, чтобы это не произошло, если бы это было в моих руках. Имеется в виду, да, в наших руках-то ничего не было. Произошло то, что произошло. И все равно до 3 сентября вот жизнь этих детей, жизнь этих людей можно было сохранить. Ну, были варианты. Но пошли на самое грубое, самое плохое, пошли на штурм. Кто-то же отдал приказ на штурм, хотя там российская пропаганда говорит, что боевики взорвали свою бомбу, и там еще говорилось, что в этом баскетбольном кольце находился самый мощный боевой заряд. Он упал как бы и взорвался. Но, как мы видим на съемках, на фотографиях оттуда, до того, как еще штурмовали школу, это были заряды с электродетонаторами. Ты возьмешь эту бомбу, ударишь ее, она не взорвется. То есть там нужен ток, чтобы взорвать ее. Вот. Что было, то стреляли по школе. Первые взрывы были выстрелы из огнеметов «Шмель». И об этом говорят сами свидетели, жители этого города. Вот, сами рассказывают. Конечно, и то, что сам захват, я противник этого, тем более, ну, невозможно вот поддерживать, совершать такие акции, хоть в какой ситуации, хоть да умри ты, но не делай это. Вот как я считаю. Это моя позиция. Это позиция вот, ну, здравомыслящих людей. Но раз уж, ладно, произошло, но можно было сохранить, тем более со своей стороны наш президент, ну, мой отец, он высказал свою позицию, вот, что он хочет принять участие, такое свое участие, чтобы вызволить как-то, сохранить жизнь этих заложников. Он связывался с Засоховым, с Аушевым. То есть России сказали, если дадут минимальные гарантии безопасности, то Масхадов прибудет в Беслан. Ну, Путин отдал приказ на штурм. Белал про бесланских детей, спросите у Путина, он их и убил. Зачем эти вопросы? Да, Белал, я согласен. Какая разница, откуда дети, да? Какой национальности, религии дети? Нет разницы. Мне вот тоже, как будучи чеченцем, мне вот своя как-то обида, может это неправильно будет звучать, но на 40-45 тысяч детей убили, чеченских детей. Ну почему мир молчит? Почему об этом не говорят?
Хамзат Гилаев, так, на мой вопрос, как ты здесь спокойно ходишь, он мне ответил, что у него есть крыша в лице российского генерала, который был его командиром. Может, он был засланным. Ну, пока не разобрался, сейчас я посмотрю. Угу. Как... так, я потерял этот вопрос. Тут много пишут, поэтому быстро все уходит. Да, крутой Йокер. Я знаю, Масхадов сам хотел приехать в Беслан, и когда тогда там не было, чтобы не... Осетина знает, что как брат, как брат. Ну да, я знаю, что Осетина знает, что мы невиновны в трагедии в Беслане. И никто не имеет права говорить, что виноваты чеченцы. Нам тоже не надо навязывать это, потому что это был какой-то интернационал на самом-то деле. Там были осетины, я не знаю, кто там еще был, кажется, русский тоже был, ингуши были, там были чеченцы, ну, разные там были люди. Вот. И даже вопрос не в этом, какие национальности, какие люди там были, ладно. Но там были те люди, которые должны были находиться в тюрьмах. Почему-то их выпустили. Почему-то их выпустили. И это даже доказано, и это уже говорят. Можно даже в интернете это найти все. Я считаю, что это все-таки была провокация. Хамзат Гилав, Анзор, я про Шадида говорю. Ну, если ты имеешь в виду тот вопрос, да, про Шадида. Ну, я его знаю, да. Знаю. Знал. Дауд Давлетов, матери Беслана, имеет претензии к Путину больше, чем к Басаеву. Ну, чтобы быть так справедливым, не Басаев, скажем так, виноват в убийстве детей. Ну, ладно, пусть он будет виноват, в какой-то степени, но прямой виновник убийства детей, заложников и в Беслане, и в Норд-Осте это Путин. Это Путин. Я не оправдываю такие акции и никогда не буду. Чечен файт, Анзор второй там Буобельш. Так, во время Второй войны, так, наши воины вышли из города. Вот, ты говоришь, они вышли из города не по приказу главнокомандующего. Когда Масхадов узнает, что наши воины покинули Грозный, он был разозлен, удивлен и говорил, что мы не должны были покидать Грозный, потому что там была оборона лучше, чем в Первую войну. И подготовка, и оборона, боеприпасы. То есть все там было в норме как бы. Но другие люди все-таки вывели бойцов и попали в эту ловушку. Или там люди подрывались на минах, их расстреливали. Так. Валейкум ассалам.
Анзор, как можно сделать, чтобы Запад перестал заключать нефтегазовые сделки с Путиным? На эти деньги держится кремлевский режим и кадыровские, да. Да никак. Никак. Что мы можем сделать? Ничего. У них свои интересы, у Запада, у других стран. И Россия для них как дойная корова. Вот так. Таким образом. Они все продают, как мой отец говорил, они готовы продать свои последние штаны. Я извиняюсь, но это его слова, вот так он говорил. Валикум салам. На ФСБ лежит трагедия Беслана, провал так называемой самой сильной спецслужбы в мире. Ну да, действительно, так оно и есть. Как всегда провал. Амзат Гилаев, Анзор, как можно с тобой связаться? Ну, скорее всего, легче будет через Facebook, наверное. Амзат. Была, вот ты сейчас пишешь, наверное, на чеченском скажу, был бы сейчас Шамиль, было бы как бы хорошо, да. Ну, если бы он был бы живым, ну, я бы хотел бы, чтобы он и другие, многие были живы, конечно. И мы меньше слышали бы тех изречений, выступлений таких о своем героизме, да, выдуманном. Эти сказки, вот таких речей было бы мало. Вот. Их, может быть, и не было бы. Ну, ты понял, о ком я говорю. Салам алейкум, Анзор. Что скажешь об участии ингушей в войне на своем опыте? Встречал. Ну, я и раньше говорил, у нас было много братьев ингушей, которые воевали против российских оккупантов и во время Первой войны, и во время Второй войны. Вот. Ну, это все знают. И ну, с Первой войны я помню, во время Первой войны я помню, во время Второй войны я Второй войну не видел. Вот. Было много братьев ингушей еще с 26 ноября, я помню, когда оппозиция, как бы это бандформирование, посадив в танки российских командиров, водителей, механиков, там, штурмовали Грозный, и потом их разгромили всех. Вот в этот день тоже были наши братья ингуши. И вот, если так сказать, ну я не люблю такой вопрос, воевали ли такие-то. У нас воевали азербайджанцы, у нас были там с Осетии, у нас были с Ингушетии, у нас русские были, у нас украинцы были, разные люди были. И вот буквально даже недавно я выставлял видео про добровольцев, про наемников. Ну, это Россия как-то преподносит, что якобы люди там чуть ли белые колготки там с Прибалтики там приезжали и воевали за деньги, там снайперы какие-то были, не знаю, каратисты. Вот.
не было наемников. Ни одного наемника у нас не было. Никогда. Мы не нанимали людей. Мы за помощь деньги не давали. И они ели то, что ели другие наши чеченские муджахиды. И спали в таких местах, где спали наши чеченские муджахиды. То есть без разницы, приехал муджахид из Турции или там с Украины или еще где-либо. Вот. И не было так массовое на самом-то деле. В основном чеченцы были. Как Россия как пытается преподносить, что мы платили там какие-то огромные деньги там арабам, чуть ли их там не тысячи были. Нет, неправда. Десяток, если 20-30 человек максимум наберется. Лишили титула муфтия. Лорд Сандерсон, Анзор Ахмад пишешь, да, знаешь, что в то время он для нас был Ахмад. Как он перешел на сторону России, он стал Ахмад Том. Может, по паспорту так, не знаю. Но без разницы. Отказался объявить Газават оккупантом, и за это его лишили титула муфтия. Я не знаю, почему он отказался объявить Газават, то есть священную войну, да, встать на священную войну, когда он в такой ситуации призывал во время Первой войны, открыто к священной войне не только мужское население, но и женское, женщин. Тут как раз у меня на канале видео есть, где он говорит это. И более того, когда Кадыров в 94-95 году вот, говорил, несколько раз сказал, что если каждый чеченец убьет 140 русских, война завершится. Вот. Во время 99 году, ну, он даже объявить Газават не успел, как уже пошел жать руку Путину. Вот. Ну, снял маску, скажем так. Если я что-то пропустил, я извиняюсь. Просто все здесь быстро идет, поэтому... Но я пытаюсь быть с вами и ответить на вопросы ваши. Я знаю, что ты смотришь стрим, читаешь, когда стрим придет. Так. Так, сейчас. Знаешь, что интересно, когда они разведутся с Путиным, как они будут смотреть в глаза наших героев. Ну, хотя не особо понял, но ну, примерно понял, что они мы их даже, наверное, и не увидим в этот момент. Леди 1974. Во второй раз, раз Кадыров говорил, что Басаев принес нам войну, это теперь не развод, не священная война, и не надо теперь, мол, воевать, да? Ну, как всегда я говорю, если была ошибка, то была ошибка, Басаева ошибка, что он, да, пошел как доброволец в Дагестан. Не надо было идти туда. Ну, это мое мнение. Но если бы не было бы Басаева, по-любому 100% войну
нам бы принесли. Ее нам бы навязали бы, нашли бы другого человека. Вот. Ну, скажем, взрывы домов в России. По сегодняшний день не доказано, что где-то кто-то из чеченцев замешан в этом даже. Но в 1999 году обвинили нас, чеченцев, что мы, чеченцы, совершили такой теракт в России, взорвали дома мирных граждан. Мы же этого не делали. И никакого интереса не было. Ну, тем более в то время, да. Вот. То есть Россия сама навязала нам войну. Более того, в 1996 году были, все помнят, ну, надо напоминать, надо это передавать, вот эти заявления российских генералов и их чиновников, которые открыто говорили, что вот через 5 лет мы встанем на ноги, наша армия окрепнет, и мы вернемся и отомстим. То есть нам, чеченцам, за позорный проигрыш во время Первой русско-чеченской войны. Были там еще умники, которые говорили, там сколько, 50 тысяч волкодавов, да, мол, соберу 50 тысяч волкодавов и тоже отомщу, говорил. Да, отомстил. Теперь в живых нету самого. Кайрат Куандыков. Анзор, сегодня важно для чеченцев быть едиными и помнить историю героев, и жить с духом свободы и надеждой на лучшее. Материалы, которые ты выкладываешь, очень важны. Это ваша история. Брат, это, да, это история. Каждое слово, каждое высказывание, фотография, видео – это есть история. И ее надо хранить очень бережно. Надо все сохранить. И наши достижения, наши ошибки, наши просчеты. Вот. И вот эти войны, и эти жестокости, жестокость по отношению к нашему народу, это все история. Это надо сохранить. То, что насчет единства, конечно, если бы было бы единство народа, то нам было бы легче. Но российским, вот, как их назвать, ну, скажем, оккупантам, вот, все-таки удалось нас разделить, и им удается нас делить и сегодня. И многие из наших не понимают, что сами делают то, что на руку им. Есть такие люди. И мы должны, у кого болит сердце, у кого вот есть оно, сердце, которое болит за свой народ, который помнит этих героев, этих людей, которые убила Россия. Вот. Мы все должны идти друг другу навстречу, быть едиными. Только если мы едины, тогда Аллах даст победу нам. Вот. Ну, я еще раз повторюсь, я не призываю никого к войне. Нет. Мы должны самих себя победить внутри. Вот что я имею в виду. Иншаллах, я надеюсь, что такой день наступит. Так, мы сейчас пойдем к завершению. Если вы не против, уже, кажется, почти 1,5 часа тут. И, иншаллах, я скоро обязательно выйду на связь и постараюсь выложить что-то, рассказать что-то новое, иншаллах. Вот. Да, вот один брат пишет, утром рано вставать, Аллах дал, это боль, масира боль. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Дойсте у масира его.
Так, иншаллах, Василий, Анзор, делай пораньше стрим. Ну да, сегодня так вышло, я просто был обрадован, что мне удалось отремонтировать этот диск, и все-таки хотелось встретиться с вами. Ну, иншаллах, тогда я заранее обозначу время и встретимся, иншаллах. Алейкум салам, брат с Дагестана. Так. Анзор, как ты считаешь, последний вопрос. Анзор, как ты считаешь, объединившись под Конституцией ЧРИ, мы добьемся деоккупации своей страны? Или есть более лучший способ объединиться? И если тот, кто возглавит это объединение, ну, брат, здесь в первую очередь мы мусульмане, и нужно сделать то, что говорит нам Аллах. Идти к этому единству. У нас есть Конституция, у нас там все расписано, и сделаны там поправки, это было в 2002 году. У нас есть все, но не хватает вот этого единства. Ну ладно, братья, мне было интересно с вами поделиться, вот, ответить на ваши вопросы. Вот. И, иншаллах, скоро встретимся опять, выйду на связь. Так, я досмотрю сейчас и через 1 минуту я отключаюсь. Allah reis kılmasana, hadi köl, kayrat, amin, amin. Del reis kılmasera öl, büyüsteyelim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Akbar. Hadi köl, masera, büyüsteyelim.